Здравствуйте, мы небольшой опрос проводим. Почему ученики с оружием нападают на своих учителей? А кто же знает, что нападает? Это что-то не в порядке с головой. Ну, слушайте, сложный вопрос. Это больная психика. Я думаю, что здесь надо работать с точки зрения психологии. Больные расстройства. Ну, я даже не знаю, что сказать. В Советском Союзе такого почти не было. Наверное, воспитание и вся жизнь наша такая. Воспитание? Не знаю. Не знаю. Ой, не знаю, может, какие-то семейные проблемы. Не могу ответить на этот вопрос. Ну, плоды 30-летнего развала страны, политики всей наши. Посмотрите, что творится вокруг. Они видят, как общество живет, соответственно, так себя и ведут. Когда одних может дубинами гонять ни за что, а почему им нельзя оружие взять тогда? У них нет других средств защитить себя, может быть. Их не научили не общаться, не как-то, не знаю, протестовать в этого, как-то защищать свои права. Нашли доступный для себя способ решения проблем. Ну, наверное, из-за какого-то конфликта внутри класса или с учителем. Все зависит еще от воспитания, мало уделяется времени, они не заняты ничем, сами себе предоставлены. Я не знаю, почему сейчас такая агрессия. Ну, скорее всего, это в первую очередь, мне кажется, это воспитание внутри семьи. А там уже дальнейшее... Ну, дети чаще всего предоставлены сами себе. Ну, наверное, потому что детям не уделяют должного внимания, не смотрят на их проблемы, не копаются, не разбираются в них самих, что их интересует. И, скорее всего, дети в этом случае предоставлены сами себе. И, собственно, поэтому так и получается, что дети обижаются на весь мир, им кажется, что они никому не нужны, все зло, только вот я прав. Почему нападают? Ну, с психикой, наверное, не все нормально. Дома в семье какие-то проблемы. Отсюда и... Должен быть психолог школьный, мне кажется, который выявляет этих людей, детей. Их же видно сразу, которые неадекватные с детства. Либо какую-то воспитательную работу с ними дополнительно проводить. Ну, это нонсенс. Это вообще никуда не годится. Я не знаю, что-то с психическим, наверное, заболеванием. Ну и все, работа родителей. Я даже не могу сказать вам этого. Потому что агрессивные люди. Ну, может быть, где-то школа, конечно, не доглядывает, но больше все-таки вина родителей, я считаю. У нас в Сыктывкаре тоже я слышала случаи, что второклассник тоже как бы пишет в соцсетях, что у него есть имена и фамилии того, кого он хочет убить. Но это ненормально во 2 классе, так говорить. Не знаю, к чему это вообще приведет в нашей стране. Ну, потому что у нас демократия в стране. Так ведь? Раньше же в советское время родители следили за детьми, в школе их там тоже воспитывали. А нынче как? Дети воспитываются сами. Так ведь? Вот и все. Вот и ответ на ваш вопрос. Сложный вопрос, не могу сказать. Рассуждать нужно долго, упорно и задавать общественности подобные вопросы. Не только в школе, но в первую очередь в семье.